Уж на что наш город сам по себе спортивный и часто любит баловать своих жителей масштабными мероприятиями, но такого же... Там, например, Алекс, бразилец, говорил, я никогда таких морозов не видел. Но, друзья, я был на чемпионате Европы 2012 года в Хорватии. Так вот, в Загребе было минус 26 градусов утром. Давайте вам представим, прежде всего, Спортинг, вратари. Первый номер Гонсалу, 14-й Гита, 16-й Бернаду. Полевые игроки первая четверка, второй номер Лео, третий Тайнан. Понятно, что больше внимания, наверное, мы будем все-таки Спортингу уделять. Все-таки действующий лучший клуб Европы. И к этому клубу повышенное внимание не только в России. Но сейчас Спортинг, кстати, идет на втором месте в чемпионате. Почти нет, по крайней мере, так, между словенцами. И опасно, момент, и гол! Вот это начало! На 29-й секунде матча счет открыт. Ну и потеряли Алекса, конечно. Здесь нарушение правил еще произошло. Ведран Казадич правила нарушил. Быстро Спортинг разыграл. И такое ощущение, что просто не успели свои позиции занять игроки хорватского клуба. Тут только Томислав наступил на мяч. Все игроки-то как на подбор. Почти все мощные в составе Спортинга. Передача! Гол! 2-0! Это Варела! И удивленно разводит руки в стороны. Варела сам не понимает, что там случилось. Он-то передачу давал, посмотрите. Он отдавал пас. Конечно, вратарский гол. Да, здесь, конечно, Башкович свою команду не выручил. Можно говорить о том, что выскочил в последний момент мяч из-под Фидершека, но все-таки... Нет, ну там... Да, любопытно завершается первый тайм. Я думаю, что еще будут использовать. И хватили за руку. Не перехватили, а просто, наверное, схватили Тайнана. Да, гол! И 3-0. Да как же просто они это все делают? Но здесь простота, помноженная на класс, конечно, по траектории мяча. Просто выдающийся удар получился у Лео. Мяч просто винтился буквально под самую штангу. Вторая минута второго тайма, 22-я минута матча, и Лео... Да, с подкруточкой. 3-0. Да, это понятно, что удар у Лео получился классный. Почему с Лео никто не играл? Вот это непонятно. Почему так низко сели к своим воротам футболисты? Но во время Лео, пас и гол! 4-0, а вот это красиво! И, кажется, начинает немножко рассыпаться Нововриемье. Ну, а Лео сейчас минуту исполнительского мастерства высочайшего уровня выдал. Забил сам и на пустые ворота партнеру отдал. Да, и Паулета на той же 22-й минуте матча. Паулета делает счет 4-0 в пользу Нововремя. Ну, не стали и Варела, и два мяча в начале второй половины встречи.